Здравствуйте, друзья! Сегодня на нашем канале я расскажу вам о 8 счастливчиках, кому повезло стать любимыми, обрести семью. Это те, кто был спасен в лютый мороз из Якутска и Бурятии, а также из Астрахани. Спасенные кто-то этой зимой, а кто-то год и два назад. А ты, малыш, совсем? Боже мой, посмотрите на этого красавца. 4C. Совсем малыш вот этот. В красном ошейнике. Все, хороший. Ну а теперь по порядку о каждом. В канун Нового года одним днем из одного вольера забрала я 4. Это Дон, Шелти, Люкс и Бойко. Настолько они были хороши, яркими и несчастными одновременно. Не смогла я пройти мимо или выбрать кого-то. Дону и Шелти нашлись семьи. Дон, большой, пушистый, неухоженный, в грязи и колтунах излучал улыбку на заднем плане вольера. Не лез вперед, не отгонял мелких или молодых, не старался показать себя. Конечно же, я его забрала. Сейчас Дон в семье. Новую его жизнь решили начать с его стрижки, чтобы все плохое ушло навсегда в прошлое. Он помолодел, он счастлив, улыбается, его любят, и это главное. Будь счастлив, дорогой Дон, ведь для этого я тебя и спасала. И в этом же вольере как-то робко и неуверенно просовывала мордочку тощая собачка в красном ошейнике. Видимо, хозяин сдал. Да, она была домашняя. Потом на ноге обнаружили неснятые швы с нитками. Забрала я тогда и ее. По приезду в Москву жить ей в стае на многочисленной передержке было некомфортно. Когда все, нагулявшись, бежали в свои отсеки вольера, она бежала за человеком и просилась взять ее к себе. И когда временно запускали в дом, она благодарно и ненавязчиво лежала на коврике, чтобы не мешать человеку, лишь бы не выпроводили назад в вольер. И я понимала, что ждать ей семью годами она не может, ведь она такая трепетная, такая просящая, вымаливающая любви. И вот по приезду в январе нашли мы ей семью в мае. Вот такая серенькая. Вот какая девчоночка. Девочка. Ой, какие зубоньки. Вот моя. Ой, какая ты чистенькая. Да, шелковистенькая. Вон какие пушистые лапоньки. Так. Единственное, коготочки мы стригли, но они опять у нас отросли. Очень старались, чтобы не засиделась на передержке. Будь счастлива, малышка Шерри. Будь любима, ведь ты этого достойна.
вот девчушку Нюру, малопримечательную среди других красивых собак в вольере ППЖ, можно было бы и не заметить. Невзрачная, клоками, нескладная, тощая, с поджатым хвостом, маленькая, привлекла внимание только тем, что ее преследовали несколько собак, опасно преследовали, не отступая. Боялась я, что порвут ее, и не убежать из замкнутого вольера. Забрала я ее тогда, хотя понимала, что обычная она, из непристраиваемых. Но не родись красивой. По приезду в Москву лечили ее, простужена была вся. Ну а вскоре нашлась ей и семья. Теперь наша девочка, абсолютная красавица, расцвела, похорошела, с достоинством и шармом. А еще какая умница оказалась, хвалят ее все и очень любят. Будь счастлива, малышка Нюра. Собаку Джину спасала я 2 года назад. Яркая, красивая, статная, бесхвостая, шлялась она по улицам Якутска и, как правило, в итоге загремела в ППЖ, когда началась буйная охота за ними и жестко всех отлавливали. Забирала я ее уже из ППЖ. Более 1,5 лет она прожила на передержке в Москве. Может, и дальше так же жила бы, но попросилась я с ней на пристройство в Европу. Жалко, такая красота коротает свой недолгий век на передержке. И вот за месяц там ей смогли найти семью. О, чудо случилось, как я мечтала сделать ее давно счастливой. Будь счастлива, милая Джина, тебе повезло дважды, и ты обязана быть счастливой. Долгих тебе лет. Как-то в январе позвонила мне женщина Татьяна из Белоруссии, из маленького городка Столино. Позвонила, чтобы поделиться бедственным положением животных в их местности. Рассказала, что всех, кого она стерилизовала и выпускала на улицу, убили. И вот сейчас, плача навзрыд, жалко было ей отпускать очередных 2 маленьких собачек, которых и оставить не может вся квартира в животных, и пристроить в их городе невозможно. И так сильно плакала, что уговорила меня, и я забрала у нее этих 2 собак, одна из которых белка, совсем малютка. И вот недавно эта белка уехала в семью. И так радостно видеть ее счастливой, как она носится с друзьями по травке. Вот так неожиданно разрешилась ее судьба. А ведь этого могло не произойти, если не вмешается человек, точнее несколько человек. Будь счастлива, малышка.
Милую небольшую собачонку в Якутске заметила как-то женщина и дала объявление. Было это года полтора-два назад. Может, кому-то нужна. Я отреагировала на объявление и попросила забрать, но, увы, собачка пропала. Я оставила свой телефон и попросила позвонить, если найдут. Нашли ее через несколько дней. Да, позвонили. Там же мы в Якутске ее стерилизовали, пока ждали самолет. Собачка небольшая, килограмм 13. Я думала пристроиться быстро, ведь у нее идеальный характер. Но, увы, хоть маленькая, но никто не захотел ее взять. Так и прожила она на передержке 2 зимы. И только сейчас могу выдохнуть и порадоваться за нее. У Фанечки есть семья, есть любящие родители, есть забота о ней. Ай, Фанечка, сладкая девочка. Ой, жарко, скажи, жарко тут у вас, да? Чего ты ноешь? Чего ты ноешь, Ванютка? Ай, что такое, что такое? Тебя Каспер обижает, да, Каспер обижает, Фанечку. Ой, там котики. Так, не трогать котиков. Котиков нельзя обижать. Не-не-не-не-не, Фаня. Видишь, Лукас тебя боится. Не трогай котиков. Нет, 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 нет. Нет, Фанечка хорошая собачка, да, Фанечка хорошая собачка. Что случилось, Фаня, что случилось? Они не хотят с тобой играть, да? Боится. Тебя Люся боится. Да, Люсечку не трогай, да. Вон, иди игрушки, посмотри, сколько там игрушек. Иди сюда, заяц. Смотри, какие игрушки. Фанька играет в игрушки? Нет, Фанька не играет в игрушки, да? Не играет. И они не нарадуются на эту милую, нежную и неунывающую девчушку. Долгих тебе счастливых лет жизни, милая Фанечка. Так, номер 26. Это у нас кобель. Очень такой контактный, прям хочет обниматься. Состояние отличное. Конечно, он крупненький, очень контактный. Мальчишка Тоша мне приглянулся своей улыбкой и харизмой в Отлове, Астрахани, в этом страшном месте в апреле этого года, когда все там сидят в страхе и дрожат, а этот излучал счастье. Вот это да! Этим он меня и подкупил. Решила я его забрать. И вскоре я его уже встречала в Москве. О нем я рассказывала в конце апреля. Так, это у нас Тоша, новенький. Вот сняли ему сейчас сушка-бирочку. Вот, ласковый мальчишечка, очень хороший. Такой вот пушистик небольшой. Такой, да? Вот. Жень, подойди, погладь его, пожалуйста. Вот, вот ребенок подходит. Вот, ребенок. Дай лапу тоже. Лапу дашь? Лапу, Вот, дай. сейчас, подождите, дайте я вот так Дай вот. лапу. Вот. Дай лапу. Тош, лапу. Я вас... Иди. Сюда идешь? На пузо. Вот такая На вот. пузо. Да, на пузо. Класс вообще. Какой мальчишка. И вот он настолько хорош, добродушен, открыт для общения, что очень скоро, через пару недель, этот жизнерадостный мальчишка уже уезжал в семью. Я очень рада, что он родился под счастливой звездой. Будь счастлив, милый Тошка. А теперь его зовут Тони. Живи долго и счастливо. Что-то на Тонечку прям все налетели на то. Ой, поцелуйки, поцелуйки какие. Тонечка, конечно, не очень в красивом виде. Мы его завтра приведем в порядок. Сегодня уже поздно. И еще один малыш на сегодня. Это бурятский Патрик. Приехал он ко мне в феврале поездом. Отличался на передержке от всех своим независимым, спокойным характером. Мальчишка самостоятельный, умный, все в меру. Может и поиграть сам с собой, может и уйти ото всех и спать. Все решает сам. Не назойлив, умен. И вот понадобилось 4 месяца. Наш малыш уехал в семью. С ним занимаются, учат команды. Хорошо, что и он не засиделся у нас на передержке. Будь счастлив, милый ребенок.
Друзья, на сегодня пока о 8, хотя есть и еще о ком рассказать, но в следующий раз. Я благодарю всех вас за то, что вы есть у этих спасенышей, за то, что помогаете спасать, за то, что подписаны на наших 2 каналах. Я благодарю финкураторов, хоть их и немного, и не на всех животинок, но это тоже поддержка. Пожалуйста, не бросайте их с таким трудом спасенных, таких несчастных, у которых теперь будут отнимать единственное, что есть, это жизнь. И если не мы с вами, то им и не жить. Так постановили чиновники. Не бойтесь брать себе животинок, они нуждаются в нас. И спасибо всем большое.